Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова открыт после масштабной реконструкции. Официальную церемонию вместе с соратниками посетил глава региона. 4 года ежедневных усилий на пути к заучиванию священного Корана. В медресе имени Кунта Хаджи Кешиева состоялся выпуск 5 хафизов. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Проповедь прочитал известный богослов Магомед Саралиев. آية الكرسي فرض لا مستح هور فرض لا مستح آية الكرسي ديش خل وسق الله لا إله إلا هو الحي القيوم بوشوي دوكس تصبح إديش خل وسق والمولح يلسم لغرموه باه بيمر صلى الله عليه وسلم آية الكرسي بيسن شاد حويجة خان ديش خل وسق شيء تقولي دور مدعتهم باهتهم بيمر صلى الله عليه وسلم كهف سورة عام ديش باه بيمر صلى الله عليه وسلم أس كهف حلهر إت آية مقن عام ديش شاد دوزلش عام ديش إت آية خوش خل وسقنا دجل بيتنا الله دا لروي روشن باه بيما صلى الله عليه وسلم تبارك سورة ديشش باه بيما صلى الله عليه وسلم سورة ديش خلوستق الله دا كش عاس باه لروي روشن باه سورة الواقع ديشش باه بيما صلى الله عليه وسلم واقع سورة ديش خلوستق تون قيل غرياتشن باه تون تحدي قرخر داتشن باه بيما صلى الله عليه وسلم سلاح دا القرآن دوي الله دا شل دزو شل سلاح دا أقلات بقتا دو سنة دوش أقمار خبات دوس نقدولش إمار خبوت حتى بيج إلشا صلى الله عليه وسلم في القرآن يعبول بشخله دقايل هور بوسن جبرائيل ملائكة القرآن ديش خله إلشا أصحاب القرآن يحقيش خله حلزة من خلب البقر علنا ديشنا ديكنا إمار خبوت إما بيعني مسو شيء بول خلاص بي قرآن يعبول بشخله تار سوكي بر ديل جرجنا ديل دقيز خلبنا قرآن أحيك خلب البوت بوهر По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В Грозном торжественно открыли обновленный участок проспекта имени Ахмата Хаджи Кадырова. Всего за несколько месяцев место совершенно преобразилось. Территорию полностью озеленили. Установили новые светильники, дорожные знаки и брусчатку. Заменены коммуникации и проложен асфальт. И это еще не весь список. Поздравить жителей и посмотреть на реконструированный проспект приехал лично глава региона. Слово нашему корреспонденту. После масштабной реконструкции проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова стал настоящим украшением Грозного. Торжественную церемонию открытия посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он выразил благодарность строителям и поздравил местных жителей. هور يرتاح غالح حق الله خزغلي دون عالشو يكو دامو دون إدال وين قدير داد وقت يشتوي دون بركل دير خليل مسنا وقداء ملاتشن دون دادي عبير كيو دامو سوبو شولر دون. За несколько месяцев здесь проложили больше 53 тысяч квадратных метров нового асфальта и уложили свыше 25 тысяч квадратных метров брусчатки. Мэр столицы Хасмагомед Кадыров подробно рассказал о проделанной работе. На проспекте имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, был проделан впечатляющий объем работ. Полностью заменили сети водоснабжения протяженностью более 5000 метров. Провели около 3000 метров линий электропередач. Обновили больше 1000 квадратных метров фасадов коммерческих объектов. Установили новые светофоры, остановки и дорожные знаки. Высадили сотни деревьев и установили уличные фонари. Были обновлены фасады многоквартирных и жилых домов общей площадью более 3000 квадратных метров. Рамзан Аматович, мы и дальше будем трудиться, чтобы оправдать оказанное нам доверие и улучшать жизнь горожан. Муфти республики в своем выступлении напомнил, что нужно быть благодарным Аллаху за все хорошее, что происходит в жизни. شيندوق بيش بولشارنا تعت ديكنش ديق وتخزر بايمان ديل سلام خيلسون ديل دوشتوش ديكنا تصديق دوق وان ديل رمزاناش
ونالش علاقش نشمتيح أعبارك تيوغ نشمتيح أحكيك تيوغ نشمتيح دالة بيركش حقوش دوخ خلق أنا مسوء ورق سير دوغ برق ديلو ناخ بقي بيبو ناخ ديل ريز خيل أولشبو ناخ يعدوق بولشبو سيغة مجدع بوستح سمكشان غولي ماشال دش سيرنا دربان بعش ليلويت أعدش تولشتول ديكنش دال حونا ديك دين سغيلش دال حنيس قاتشوش سغيلش دال حوت اوز بيزن بين سغيلش إذا خيلشوش بوبات دال دوخ ديك دين أخوان هوني ديك دينش دال خاستن بوخ هون ديل ريز خيلا بوخ. Собравшиеся прочитали дуа и перерезали красную ленту. Глава региона вместе с соратниками прошелся по аллее и осмотрел обновленный после реконструкции проспект. В честь открытия здесь организовали концерт и выставку детских тематических рисунков. Он подошел, ну, как сказать, он оценил. Я не ожидала, что он именно ко мне подойдет. Погода стоит чудесная. Местные жители уже вышли на прогулку. Ist has nia huma takhillam yaskuziga fahada yakinch kwak bagdas almet keser ya nia tubi no hins degs ada sar del res khilos va pachan tun har mashu parht war khazalin wal del res khilos dal yallo masu besh haus yak naquzig masu adam arde masu khazkhiyet Сонч о khazkhiyet ok prospekt eins о khazkyacha in meldolum khazdokha После открытия иштоқи оғыруса да муқла. Дерес хол алур дарар няқтаб айтан, проспекта айтан, чох хаздукоқа. За благоустройство этого участка проголосовали горожане. Работы проходили в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». إنسان شو خذ ديك تابينا تا أور بخشير بو أدمي سمو أدور ديك أو تابينا ويباتشنا آل نقدر توك رمضان ستريتر آل نقدر هون ده شيء توصلنا هو مكة هالباب بنسون تاجن ده. Подземные коммуникации, новая дорога и фасады зданий и более 900 саженцев. Значительное участие в проведении этих работ принял и региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Все изменения, происходящие в регионе, направлены на комфортное проживание населения. Изабелла Хамурадова и Салман Усманов. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с ходом строительства ипподрома в поселке Пригородное. Он сможет принять свыше 2000 зрителей. Объект состоит из 7 конюшен. Одна рассчитана на 50 жеребцов. Все остальные смогут вместить по 25 лошадей. В комплекс будут входить ветеринарный пункт, бассейны и тренажерные комплексы. Кроме того, здесь расположится яблоневый сад и земельный участок для выращивания овощей. уже в конце этого месяца уже هلا أعمال بجستوي الدل إذا ينجد أخلع تحضر شاطر تيش أنقدر مالك تبرص شيء في الثاني بشيء وين سوى يأخذ درس دايوك شو غور شو مينو بيسات غور شو يأخذ متك شو بيشوف سجى حكيت مكشي قلتي إيمنا سادو سنسر وين مكشو بيسوكي Ахой пол сборонитеш, уже осватили легче, а тогда я шеек занялись. Рядом с ипподромом расположится обширная база отдыха. Вокруг озера построят 15 домиков. Здесь отдыхающие смогут порыбачить и воспользоваться услугами верховых, пеших и велосипедных прогулок. Спортивный рыбалка. Соревнования. Соревнования. Больше очень адек падает. كلها تعم متكي يتريا تأخذ وقتنا واحد أشوف لودين دي سياق كذا إيش دوك تعيري ده بول نحليوز ميالين وبول ملوت كشوية تريرازم
Рамадан – благословенное время. Мусульмане всего мира соблюдают пост, увеличивают число молитв, становятся добрее друг к другу. Особая часть Рамадана – ифтар. Семья собирается за одним столом, приглашает гостей и разговляются с надеждой на милость от Аллаха. Семья Тураевых из Грозного пригласила на ифтар нашу съемочную группу. Сацита Тураева спешит поскорее домой. Если в прежние дни она могла задержаться на работе, то в Рамадан дел стало больше. В первую очередь это подготовка к ифтару, то есть вечернему приему пищи. Семья большая, 7 человек, готовят сразу несколько блюд. В этом женщине помогает ее дочь. С 2005 года Сацита работает воспитателем в детском саду. Свою работу любит, относится к ней с большим уважением. Преподает детям основы ислама и сама учится таджвиду, то есть правилам чтения Корана у своей 13-летней дочери. تيجي علامة برختويو زودر شوق عبو يساعدك يحبو الخبصة شاطي با ضربل بيزش بو هون داوتش بيرن تاخلا نتخلا مدي. Пока на кухне одни хлопоты, в соседней комнате звучит Коран. Ясин самый младший в семье, но взял он на себя большое дело – выучить священное писание наизусть. В Рамадан он читает его чаще. К тому же наравне со взрослыми он держит пост в течение всего месяца. فارجع البصر هل ترى من فطور قرآن أمو ولا ببوتان يا أيها المزمن سورة قاهجة ندى أهتهول هلأهول سمو أدول أعماش آخر تحسونا سندينا سنينا بيد ديردوس دوغر Звучит долгожданный призыв на вечернюю молитву. Глава хозяйства зазывает всех к столу. Начинают разговения, как положено по сунне, финиками. Коллективный вечерний намаз возглавляет будущий хафиз Ясин. نعش وين دار حي لنا جرت نعش دار لنا شيء نش داديه كن هاج قل سوا قيت جنش هذا شيء شدوه كن هاج هم ظلم سديت بيد إيش وين وديك أتو بوش هم دخل مرهم بوت وين دار بل هو بطة عمل سويق كنا هين يوسمي يقيت هو. Каждый ифтар – это маленький семейный праздник. Время, когда впервые за весь день можно собраться за одним столом. Часто приглашают соседей, родственников и друзей, чтобы разделить с ними баракат. Затем мужская часть семьи направляется в мечеть на таравих. Так и проводят благословенный Рамадан верующие. Шамиль Арсанбиев, Мусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. В селе Алирой состоялось примирение кровников. Инцидент с трагическим исходом произошел 19 лет назад. Все это время виновный отбывал наказание в тюрьме. Теперь, благодаря усилиям духовенства и старейшин, вопрос решен. Стороны отказались от вражды и кровной мести. Подробнее расскажет Шамиль Арсанбиев. Взывая к милости Аллаха, эти люди начинают свой путь. Это родственники и представители тейпа мужчины, от рук которого погиб человек. Все они пришли просить прощения ради Всевышнего. Так, под руководством известных в республике богословов, начинается обряд примирения кровников в селении Алирой. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دال باق شسيد القرآن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بقى الله شا تصور يا شو بيجري خلتي الشين وقع ديج دول شو من مصلحة دي ما شربيه ديخ شو جوفلوش خلبو خش دي القميل تيها هي انت انا عمر شو يحيى داخل نقطة اردوج هما
خلق يقدل شو يرشم درهر شو بوه بهما در دلح دال ويبصل بناخ خلر بهندلش يبيخ تأيت يعرجي دلش خل شو هيتنا تهن شو يهدى نخطوة ويقول الغل والشولج الله دالي دع جل جلاله دال وزن وقيت والشولج عليه الصلاة والسلام فيا مرادع وين دال دين قيقوش بحكي الغل والشولج دال جرجرج أولياء إيدع مصلحة دهار ماشر بهار مرش دهار ومالي الهار شين دوزلش عام بهار بوش ويق أمردش وين تهوت الغل والشولج وي باتش هذا هي صباح كنت هو مسكش ناخي دع جيتش دهار قنت إير دول هار مصلحة دهار الله Несмотря на всю боль утраты близкого человека, семья убитого готова простить. Ведь к этому призывает в первую очередь религия ислам. Все ради мира между верующими. دلح نيس دلقس دال شي قنخي تنبوي قنخ ويخ تخبه عندلش نجح سنة دال على قيلو سلو شوم دل أو ديل دو حلقة تنقص شيني شي دل يقع دوشتون دانيس دويل قصوا ون قال شي تو دينك دوقم دول دال شنو جيش دويل دال وما سنة جيش دويل هنا خبو قال شي شاش ديل دو حديتن وينو قع ساعة ما صل دات ويتحوجري دو ديكنا دو غونا دو بوخ فقار دلح اتس قمسح اتلول نسبل اشتحم دول اشتردوقه اتقمسح شامرك المحيز شين لا حكيش عو بوخار اشتحقين كل اشتريدو اذا Произошел этот случай 19 лет назад. С тех пор вопрос кровной мести оставался открытым. Виновный отбывал наказание в тюрьме. Благодаря усилиям духовенства и старейшин все удалось разрешить. В знак примирения родственник с пострадавшей стороны снимает капюшон с кровника. شيء حيقل دغن شو يسان جيرس دخنا تقل غن بوخ نسبة لي روقا هتحدوين لاتش برر بوخ واني قص حلوة يالز در انسر خزيقو بلا اتقينش شش ديل دو جيتش دو ديل دو شش قنتيري دول الا قوقار جيتش دش تبعك نش خز دوشه ديش دوشه قيتاقت دوشه قنتيري دول داس دولك قالتي عبرت كيول بل لا يحرجون عالش دول К вопросу разрешения таких конфликтов между семьями, которые иногда длятся десятилетиями, руководство республики уделяет большое внимание. По инициативе главы региона Рамзана Хаджи Кадырова с 2010 года работает комиссия по примирению кровников. За отказ от кровной мести верующему обещана большая награда. В достоверном хадисе передается, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человек простит несправедливость в отношении себя, Всевышний непременно возвысит его». Шамиль Эрсанбиев, Арбит Чакаев, Салман Усманов. Неделя. В Курчалое состоялся выпуск знатоков Корана. Юные хафизы выучили священное писание за 4 года. К тому же без нарушения школьной программы. Духовная школа функционирует с 2017 года. С начала открытия медресе выпустила 27 хафизов, 5 из которых стали обладателями иджазы. Тему продолжит Хеда Саламова. Медресе имени Кунта Хаджи Кишиева очередной выпуск. В зале собрались преподаватели, хафизы и те, кому еще предстоит ими стать. Среди почетных гостей председатель Совета алимов Республики СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров. В своей речи он подчеркнул, насколько важно правильное произношение. شيء يقول عشان والله تمتع محي كبير شو مدري شنو وين يقعد ذلك هي ألبس ديش نشابوش إنترنت شوش هم مش عامل بوش نا ولا الدالين باب ولا غير المغضوب باب ولا دين دويتك Выпускников всего 5. Ребятам от 11 до 13 лет. К этой цели они шли почти 4 года, приезжая в медресе из разных населенных пунктов республики. Хафизы продемонстрировали свои знания. Далее торжественный момент – вручение дипломов.
Только с большим желанием и усердием можно прийти к такому высокому званию хафиз. Огромную роль в этом играют родители мутаалимов. Сегодня они благодарят преподавателей за их бесценный труд. Функционирует медресе с 2017 года. За это время выпустили 27 хафизов, 5 из которых получили иджазу, то есть право преподавать священный Коран. قيج غالنش كدعه صاحي زينته غالا بغيتنا شيل بغيتن أروس مرتاني بغيتن جمسي بغيتن 16 بار جنابو إيش بدي جيت أي وقت جو يحافظ قرآن دقع خوش مش قيج بتشحق وغيتا يشوش كأوين عاموين داس وغيتنا. Медресе работает в 4 смены, подготавливают детей в 3 класса, затем последние заучивание Корана наизусть. К тому же без нарушения школьной программы. С наступления благословенного месяца Рамадан медресе планирует 15 раз перечитать священный Коран. После вручения дипломов собравшиеся прочитали мовлид и сделали дуа, прося милости Всевышнего Аллаха. Хеда Саламова, Шамил Арсенбиев, Имран Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя. В Байсангуровском районе Грозного торжественно открыли жилой комплекс. Это 2 многоквартирных дома. Один 13-этажный, второй на этаж выше. Всего 188 квартир. Это инвестиционный проект, который реализован компанией «Агродорстрой» совместно со столичной мэрией. Рядом также возведена мечеть на 200 человек. Святыню назвали в честь прежнего руководителя строительной фирмы Идриса Джабраилова, который по воле Всевышнего Аллаха покинул этот мир в прошлом году. На первых этажах здания расположатся магазины, кафе и ателье. Во дворе есть спортивная и детская площадки, оборудованные по самым современным стандартам. Пятиэтажное здание в аварийном состоянии. Что аж нах больше боится шау и что. Изда ехала хара, и окос халиния хусмашу, что дикаина цар, я халха мяжик динкар нахан чубаха хаз. Коммуникации, чуигин, телевидение, интернет, домофон, сайра, массугама уже предусмотрены. Ой, мула, свет айошула, лифтышна, котельная, бесперебойник, элитный комплекс Алмегердолш, паркинг соответствующий на квартиры Тёшуэн. О событиях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан. В своем заявлении Джо Байден высоко оценил вклад мусульман в развитие страны. В частности, в заслуги в таких областях, как предпринимательство, образование и государственная служба. Также американский лидер упомянул о проблемах исламофобии в США, с которым намерен бороться лично. Впервые в истории мусульманка станет космонавтом. Это Нура Аль-Матруши из Объединенных Арабских Эмиратов. Она будет обучаться по программе НАСА. На участие в космической программе подавали заявки более 4300 человек, из которых 14 прошли отборочные туры. И лишь 2 были выбраны для полета в космос. В числе избранных оказалась и наша героиня. «Руки прочь от моего хиджаба» – такой хэштег запустили мусульманки Франции против решения властей, ущемляющего их права. Напомню, Сенат страны проголосовал против ношения хиджаба мусульманкам, не достигшим совершеннолетия. К протестам присоединились множество других пользователей социальных сетей, относящиеся к разным конфессиям. Они осуждают действия Эммануэля Макрона касательно законов, ущемляющих права мусульман. Неизвестные в городе Нанте, Франция, подожгли мечети и скрылись с места преступления. Этим бесчеловечным поступком возмущены верующие страны. Святыне нанесен значительный материальный ущерб. Имеется видеозапись, на которой видно совершаемое преступление. По этому факту ведется следствие.
Школьники американского города Айова-Сити добились права на отдых, священный для мусульман и иудеев праздники. Они собрали тысячи подписей и обратились в органы образования. Дети хотели равноправия с христианами, которые не учатся в Рождество. Школьное управление Айова-Сити проголосовало за внесение поправок в календарь на 2021-2022 учебный год. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. С начала недели в Чеченской Республике проходят вечера нашидов. Все они приурочены месяцу Рамадан. Организовывают мероприятия как Министерство культуры, так и общественные организации. Кроме того, группа исполнителей нашидов «Ан-Нур» отметила 5-й юбилей. Своим творчеством известный в республике коллектив радует жителей уже 5 лет. Большой концерт прошел в Аргуне. Абдулла Батаев расскажет подробнее. На протяжении 5 лет группа исполнителей нашидов «Ан-Нур» радует зрителей своим творчеством. Сегодня у них юбилей. Это событие совпало и с наступлением священного месяца Рамадан. Поэтому артисты подготовили особенную программу. Кулисы открыты. Заиграла флейта с нарастанием арабского мотива. Актовый зал, рассчитанный на 500 мест, полностью заполнен. На юбилей группы «Ан-Нур» собрались гости со всей республики. На мероприятии присутствовали и официальные лица, среди которых мэр города Аргун Ильяс Масаев и заместитель министра образования республики Асват Хариханов. Гости поздравили творческий ансамбль с юбилеем. Творческий коллектив «Ан-Нур» начал свою деятельность в феврале 2016 года. С тех пор они провели более 500 вечеров нашидов. Группа выступает вместе с заслуженным артистом Чеченской Республики Исой Эсэмбаевым. На сегодняшнем вечере они исполнили как уже полюбившиеся, так и новые композиции. Вечер нашидов прошел и на бульваре имени Махмуда Эсэмбаева. Его организовали молодежное общественно-патриотическое движение «Ахмат» совместно со столичной мэрией. Такое событие также собрало немало зрителей. Помимо выступления исполнителей нашидов, среди зрителей провели исламскую викторину. Наступление месяца Рамадан, безусловно, праздник для каждого мусульманина. Это еще один шанс начать все с чистого листа. Ведь посланник Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто постился в месяц Рамадан искренне и с надеждой, будут прощены совершенные им прошлые грехи. Абдулла Батаев, Моусар Даудов, Азан Идрисов, Имран Абазаев и Ислам Али Султанов. Неделя. В селе Гойты прошел конкурс среди выпускников медресе имени Ахмата Хаджи Кадырова. Такие состязания здесь проводят 3 раза в год. Студенты соревновались в знаниях Корана, фикха и аскаров. Этим дисциплинам их обучают 3 месяца. Участников конкурса отбирают после итоговых экзаменов. На этот раз их оказалось 9 человек. Ребята по одному отвечали на вопросы жюри. Также в качестве гостей были приглашены местные представители власти и старейшины села. يوم السبت شب البيرش الملك شدوش حقا بعد شيء دوق بيركت في شو نقر ما يبغاش عند رئيس غير ده العارش وارث الله وين حجرك مجدك مسود دين ستلو مسود من حلا يرش وين حلا نق جيت بوش تعوي شو ده ذيك تسبيخ وعتنا По итогам жюри первое место заняла Марьям Айдамирова, второе – Абдулкерим Айдамиров и третье – Ясмина Айдамирова. Победитель и призеры получили денежные призы.
Социальные сети – неотъемлемая часть современной жизни. Благодаря им люди могут общаться, находясь на расстоянии, получать полезные знания и даже работать. Однако интернет с таким же успехом может нести в себе риск, ведь это еще и удобная площадка для распространяющих невежество. В учебных заведениях республики регулярно проводят профилактические беседы с учащимися. Они направлены на правильное и безопасное ориентирование в сетевой системе. Подробнее расскажет Хамила Шахмирзаева. Интернет занял особое место в жизни подрастающего поколения. В редких случаях можно встретить ребенка, которого нет в социальных сетях. Там они обучаются, развиваются и общаются. В интернете я провожу где-то 2-3 часа в день. Я ищу информацию по учебе, интересуюсь религией. В основном в интернете я провожу 2 часа в день. По большей части я ищу там учебную информацию. В современном учебном процессе было бы сложно учиться без интернета, потому что мы оттуда достаем учебные ресурсы. Быстрый поиск необходимой информации, доступ к любым данным и возможность найти необходимое за пару кликов. Это самое малое, за что мы любим интернет. Однако следует учитывать, что всемирная паутина может нести в себе риск. Духовно-нравственное воспитание без белых интернет зулмиег пайдяег там дозиш антя белых дина додяш дода мола вай тяхи млахч агор تأمع ضيغيز خلق عادة دنيا إشقية باش سانا дюч ордина боксен белгш побяш. На сегодняшний день известно, что в интернете можно получить огромное количество информации, но есть и другая сторона. Не всегда эта информация бывает полезна для детей и для психики ребенка. И в этом плане в нашей гимназии, в частности, проводится огромная работа. Такие беседы в школах не редкость. В учебных заведениях республики проводится комплексная работа с учащимися, направленная на правильное и безопасное ориентирование в сетевой системе. Любое слово, которое появляется в обиходе, новое, иностранное или понятие, что это такое, вот мы куда обращаемся сразу же? В интернет. Сейчас я посмотрю, сейчас я забью, сейчас Google, сейчас интернет. Вот я вам говорю, что сейчас мы в абсолютном движении. Это польза, безусловно. Без интернета невозможно. Трудно сейчас без интернета, как и без телефона. Молодежные организации республики не остались в стороне этой проблемы. Ими проводится огромная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе в интернете. Республиканский проект Турпалхойс Бешбул Балвой Даккелен сотрудник имамш юртайш ويقوم توربال خواي بيج تاغلات ستياشاتش بالباش توي شون دياش الشوي دقوش دول جورن وي قوم توربال خواي مش بداخايد وقور خلوين ديش خينا وي نحل بوشان اولي غواتن احمد عجن اولاد عقيلغن وي شورت يحيل شغون خبو خلا بوش هنت وي بوشان اولاد بوي توربال خواي تيرش история نوخش история جاي يتا ين ساد دويت За годы реализации проекта Турпалхой сделано более 1000 публикаций и десятки выставок. Они посвящены памяти героев, погибших, защищая чеченский народ. Эта работа проводится, чтобы молодое поколение не поддавалось негативному влиянию социальных сетей. Проект Турпалхой, социальные сети выкладывают истории погибших сотрудников, также деятелей культуры, журналистов, работников администрации сельских поселений, которые погибли от рук террористов. И мы призываем молодежь ценить прошлое, изучать свою историю, знать, кто они и кем они должны быть. Вопрос о плохом или хорошем влиянии интернета остается всегда открытым. Но ясно одно – без него в современном мире никак. Хамила Шахмирзаева, Имран Абазаев, Магомед Бачаев, Ислам Али Султанов. Неделя. С наступления священного месяца Рамадан фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова начал ежедневные благотворительные акции. Тысячи жителей республики получают продукты питания на ифтар. В городе Аргун помощь получили более 350 нуждающихся семей. Подробности в нашем следующем материале. Благословенный Рамадан – месяц благих деяний, в котором каждый мусульманин стремится к довольству Аллаха посредством поста, молитвы или других благоугодных дел. Одно из таких – накормить постящегося. По традиции региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную акцию. В городе Аргун помощь получили более 350 малоимущих семей. داستيد نجا مل ولا هلا دال سونيال لوشونا
تو إمارة داسته تربعان دولشة إمارة خوبش قب شوشين يقين تون نيل تولي الله تون داسته تنشنا لوشنا يقب شنا تون يول يشوما دوش تون وارد جوجتين حلقي ترخل شنيدر بيامر صلى الله عليه وسلم. В продуктовом наборе есть мука, картошка, лук, подсолнечное масло, рис, соль и сахар. Все необходимое для разговения. Жители признаются, это большая поддержка для них. Такие акции не редкость. В месяц Рамадан их проводят каждый день. Жители получают помощь прямо у порога своего дома. رجعنا общественный фонд Аматаж Здоровья. ما عندي سيونس دايتن ساعدوا ده الأبض نساعدوا شو بيجين ليه ده جمال لا شو مندير ولا بلا اعتبارش ما بعد يجي شوي أبوجانا ما تامه جان دقم دكر ده دين يجريت بعدي بريبوش دقم ده الأبض نساعدوا معنا جنكن رمضان. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: накормивший постящегося при разговении получит такую же награду, как и сам он, но при этом награда постящегося нисколько не уменьшится. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев и Салман Усманов. Неделя. В Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики прошел брифинг на тему трансформации национального проекта «Безопасные и качественные дороги. Ход работ на объектах 2021 года». С обращением выступил заместитель руководителя ведомства Маусер Исабаев. Если раньше у нас было два проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в настоящее время федеральный проект «Дорожная сеть» переименован в региональную дорожную сеть. Это говорит о том, что кроме всего прочего, если раньше в наш национальный проект входили только дороги общего пользования, исключая муниципальные дороги, то сегодня туда будут подтягиваться и местные дороги. Название нацпроекта сократили, но структуру расширили с 4 до 6 федеральных проектов. Также изменилось количество участников. Теперь проект реализуется на территории 84 субъектов Российской Федерации. В Миннацинформ состоялся круглый стол. На встрече обсудили вопросы развития материально-технической базы, инфраструктуры, выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Чеченской Республике. С докладами и предложениями выступили заместители руководителей региональных ведомств. Торгово-промышленная палата проведет межрегиональную специализированную выставку «Чечен Агро-Экспо-2021». Состоится она 19-20 июня на центральной площади имени Ахмата Хаджи Кадырова в Грозном. Сама выставка является уникальным мероприятием. В ходе работы выставки всегда устанавливаются деловые контакты, значит, подписываются договора, соглашения. У бизнеса представляется возможность общения, а потом уже устанавливаются довольно длительные деловые отношения. Надо строить выставочный комплекс. Вот это красной нитью. Вот этого нам не хватает. Мы будем обращаться в Министерство экономического развития, будем обращаться в правительство, чтобы найти решение этой проблемы. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.